Всем привет! Сегодняшняя наша тема орыс тілін үйренуге мотивацияны қайдан алабыз? Мотивация деген эмне? Негизи мотивация дегенди айтып өтсөк, если жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен айтсак, мотивация дегени бул сильное желание, прям күчтүү желание бир нерсени жасаганга, бир нерсени жасагыбыз келет. Мотивация пайда болгон кезде биз сөздүк жаттап баштайбыз, китеп окуп баштайбыз, деги эле улучшение, развиваться этип баштайбыз. И этого хватит максимум 2 жумага жетет. 2 жума, негизи 1 жума эле в идеале. 1 жума күнүгө эртең менен сөздүктөрдү кайталап, кечинде китеп окуп жатып, 1 жумадан кийин ошол эле жумуштарды жасаган уже сложнее, уже что-то желание уже пропадает. А 2 жумадан кийин уже мы просто эле бир күн калтырдык, потом еще что-то, и потом это остается, калып калат. Ошол бир мотивация менен до конца бир аягына чыгарган кишилер бар, бирок алар это не мотивация. Это называется сила воли. Теперь мотивация. Тил үйрөнүүгө мотивациянын кереги жок. Мотивация менен биз эч жака жетпейбиз, честно говоря, потому что бүт эле мотивация болду деген кезде максимум 1 айга жетсе, 1 айда биз күткөндөй результат чыкпайт. И мотивация резко уходит. Что нужно делать? Мотивацияны вообще оставьте в покое. Не надо. Надо поставить именно план. План действий. И здесь надо уже сила воли. Если вы... Правило таково. Нельзя пропускать 2 дня подряд. Допустим, мы захотели, вот, допустим, читать книгу. Каждый день полчаса читать книгу. Мы запланировали, каждый день буду читать по полчаса книгу. Поставили цель, создали план. И именно чтение книги первая половина койгула, то есть до обеда. С утра пораньше встать, вечером не получится. Вечером мозг уже чарчады, вечером до вечера столько событий было. И даже если мы будем читать книгу, может быть, мы даже и не поймем смысл, то есть бессмысленно был калат. Но это не у всех. Если у вас спокойный день был, можно было вечером почитать. Дальше идем. Нельзя пропускать 2 дня подряд. Бывает так, что иногда жизненная ситуация бывает реально не до книг, китеп окуганга убакыт болбой калат. И это совершенно нормально. У всех у нас есть свои проблемы, дела, события какие-то и так далее. Так, понедельник читали книгу, вторник читали книгу, среду пропустили, допустим. Среду пропустили, ничего страшного, себя не виним, себя не ругаем, но четверг обязательно надо. То есть 1 день пропускать можно, 2 дня нельзя. Если пропустили 1 день, вот в этот день отдохните, завершите свои дела, но на следующий день обязательно надо это прочитать. Точно так же и с изучением языка. Если вы поставили цель изучать русский язык, английский язык или еще какой-то язык, да, изучайте прям каждый день. Каждый день, 10 дней подряд, каждый день по часу, 1 сааттан убакыт бөлсөңөр, какой-то результат точно будет. А если 10 күн эч нерсе кылбай, бирок 10-чу күнү 10 саат окуп койгон, это не работает, это не работает. Каждый день по часу, каждый день минимум полчаса, это лучше. Если язык изучаете, каждый день өзүң сөздүк жатташ, там целдер бар да, базаны үйрөнүш, там. Понедельник изучили очень хорошо, вторник изучили, среду жумушуңар чыгып калды, четверг обязательно. Пятницу пропустили, ничего страшного, суббота обратно надо. Если 2 дня пропустили, это надо начинать обратно с нуля. Отчетты обратно баштайбыз. Дагы первый день деп эсептелинет. Если пропустили 2 дня. А если пропустили 1 день, ничего. Главное 2 дня не пропускать. Мотивацияга ишенбегиле. Мотивация это как, я не знаю, это то, что приходит и уходит. Вечером я такая, у меня мотивация прет, хочу утром вот встану в 6 утра и сделаю барын жасап салам, просыпаешься в 8. Вот тебе мотивация. А дисциплина именно план, составление, трекер жасап алгыла. Трекер, птички ставьте, ал трекерни силер көрүп, көзүңөр көрүнчү жерде турсун. Ал блокноттун ичинде болсо нет, не пойдет.
именно холодильник, что-нибудь прям көзгө көрүнүктүү рабочий столго илип койгула, вот это, да, это работает. Но здесь тоже надо, опять же, повторюсь, кайталап коеюн, 2 дня подряд пропускать нельзя. И теперь, дагы кайсыл темада видеолорду чыгуусун каалайсыңар? Тартынуу или как, допустим, сөздүктө кантип жаташ керек, не знаю, кайсыл тема силерге керектүү, кайсыл темалар болсо, вот внизу комментарий калтыргыла. Я буду прям ар бир комментарийди окуп чыгып, постараюсь ар бир комментарий боюнча видео тартканга. Именно любую тему, не любую прям, именно языковой, методика боюнча, язык боюнча, мотивация боюнча, планирование боюнча, деги эле развитие боюнча темаларды ылдый да калтыра бергиле. Всем пока. Оставляем комментарий внизу.